Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаптапор лиже тендандене Эльвира Америка гач. Если вы когда-нибудь будете проезжать по Interstate 10 между городами Тюсон и Феникс, штат Аризона, у вас будет возможность остановиться в населенном пункте Пикачо, название которого произошло от названия горы Пикачо, и увидеть местную достопримечательность страусиное ранчо петуха Кокберна. Английское название Rooster Cockburn Ostrich Ranch. Здесь также есть стоянка для RV, или, как я их давным-давно обозвала, Ugly Bus, уродливый автобус, из-за того, что похоже на автобус, но только мало окон. Страусиное ранчо петуха Кокберна принадлежит одной семье и уже очень долго, на протяжении 3 поколений. Ферма была открыта в 1999 году, и первоначально там были только страусы. А затем постепенно добавили других животных и птиц. Это ранчо не раз было показано в разных телевизионных шоу, и по выходным они имеют образовательные туры. Конечно, местная дикая природа пустыни и гора Пикачо по-своему завораживает туристов. Вход на ранчо стоит $12. А если вы покупаете корм для животных и птичек, то билет будет стоить $15. Чтобы увидеть всех обитающих на ранчо, нужно пройти через магазин, где продают сувениры, связанные, конечно же, с обитателями ранчо. Это и страусиные перья, страусиные яичные скорлупы, уже пустые, конечно же, и многие из них раскрашенные. Открытки, магнитки, игрушки, одежда. А вот и страусиные яйца. И, как вы видите, весьма недешевые. Давайте поближе познакомимся с обитателями ранчо. Вот первыми мы встретили этих милых осликов, которые ожидают от посетителей корм. Посмотрите мое короткое видео с ними на моем YouTube-канале. Они очень смешные. А тут нас встречают длиннохвостые маленькие попугайчики, которые также ждут от посетителей корм. А вот и уточки плавают в специальной воде под тенечком жаркой пустыни. А у каждого из этих зайчиков есть свой специальный домик. А вот и козы, которые также просят еды, и посетители с удовольствием кормят их.
А тут барашки получают от туристов свои гостинцы. Наконец-то мы добрались до страусов. Страусы по высоте бывают до 270 сантиметров и массой до 156 килограммов. Страусы – нелетающие птицы, у которых два пальца заканчиваются когтями. Задние конечности у них длинные и очень сильные, что они запросто могут очень сильно ранить человека или даже убить некоторых животных в дикой природе. Они всеядные птицы, едят и цветы, семена, растения, насекомые, грызуны, мясо животных, недоеденное хищниками. Страусы могут бежать быстрее, чем лошадь, может развить скорость до 72 км в час. Из одного страусиного яйца можно сделать 11 омлетов. Страусы разводят по всему миру из-за его перьев, а шкура используется для изготовления кожаных изделий, а мясо продается на коммерческой основе. На страусах можно кататься верхом, как на лошади, и в некоторых странах устраивают страусиные бега. Можно увидеть их и в упряжке. И такие страусиные упряжки были популярны в прошлом веке. А вот курочки, которые несут золотые яички для своего ранчо. А тут козы в ожидании внимания от туристов. Африканские черепахи также обитатели этого ранчо. И кормили мы их морковкой. Тут я кормлю или пою сладкой водичкой птичек, которых зовут ларикеты. Они очень яркие и красочные, и в то же время очень дружелюбны. А вот лани, которые тоже любят общение с туристами. Последние обитатели этого ранчо – это стингрей, скаты, имеют уплощенное тело и большие грудные плавники. Питаются моллюсками, раками, по размеру могут доходить до 6-7 метров в длину. Крылья скатов португальцы используют в кулинарии. В Корее их едят сырыми. А из кожи скатов изготавливают также ремни, кошельки, сумки и портфели. Некоторые из них опасны для человека. Снова мы в магазине, где, как вы видите, продают абсолютно разные сувениры. Мы получили огромное удовольствие, посетив страусиное ранчо петуха Кокберна, и рекомендуем посетить, особенно с детьми. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, распространяйте видео, подписывайтесь на мой YouTube канал, если вы еще не подписались, и будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Videom onçumalanda kugu tau, kugu parня паун тем далаш идамонда, без семенджелакам шандза, ки эше YouTube каналашкем возалтын оголган возалца, видеом шараза, тажа допелан Лиза, тендандене Эльвира Америка гычлиен.